подписной ра, ну и, соответственно, как они произносятся. Если кто-то успел повторить, хорошо, нет, то сейчас это сделаем. И затем мы перейдем к другим подписным. Я надеюсь, сегодня, может быть, успеем закончить, может быть, нет. Но для начала мы сейчас, пока связь у нас устанавливается, мы повторим только первые два звука вот этого. И сегодня мы перейдем к этим двум. Мы произнесем их все, то есть я каждого в отдельности спрошу, потому что вот эти вот четыре, они очень часто они не получаются. То есть опыт показывает, что из всех тибетских звуков возможных хуже всего получаются вот эти четыре. И как только мы их преодолеем, то в принципе у нас дальше сложности быть не должно. То есть у нас должно быть уже все хорошо. Ну и для начала давайте повторим вот эти первые два. Как вы помните, все время надо об этом помнить, что они произносятся. В каком тоне будет? Это будет в высоком тоне. Это у нас будет с чем? Дыханием. С придыханием. Это у нас будет в низком тоне, это будет в высоком тоне. Сейчас сосредоточимся на этих двух. Соответственно, надо помнить, что это высокий тон и придыхание. И как я уже говорил прежде, на всякий случай нарисую картинку, может кто забыл, вот это зубы у нас, это у нас небо, это у нас язык. И, соответственно, произносится церебрально, то есть язык утыкается в альвеол, и мы произносим, язык должен быть напряжен. И получается карата. И помните, как это пишется. Я надеюсь, вы это прописываете, потому что опыт тоже показывает, что если нет контрольных, то есть если мы не устраиваем какие-то контрольные или проверочные работы, то даже сознательные люди учат хуже. Поэтому через какое-то время, после того, как мы напишем все эти подписные, написные и так далее, мы устроим небольшую проверочную, потому что если людей не подстегивают, то очень часто сами они не могут приложить необходимые усилия. И дальше вот будет карата. Что у нас значит та? Соединенная или подвешивать, вешать. Карата, то есть это подписная, извините. Подписная, то есть она подписывается, привязывается или привешивается, так сказать, карата. И получается, дальше говорится, произносится результат. Вот. Карата-джа. Не давайте вместе несколько раз произнесем. Карата-джа. 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 Главное, чтобы вы сами слышали, как вы произносите. И в будущем я надеюсь, что все будут способны это слышать, когда, например, кто-то произносит неправильно или наоборот правильно. Второе это будет К. К. Все помните, это придыхание К. К. Карата-джа. Карата-джа. И далее, как я уже говорил, это низкий тон, то есть если у нас она была К, то соответственно она должна быть Карата-джа. Карата-джа. И вот это будет сагата-гарата-джа. Сагата это мы проходили с вами, то есть вы помните, были у нас надписные, то есть мы уже в принципе можем читать такие сложные кластеры. Мы с вами писали все надписные, я надеюсь, вы это еще не забыли, потому что если это вы забыли, то это печально. То есть мы говорили о том, что надписная са или любая надписная, что она дает нам? Она с тоном что делает? Повышает, происходит озвончение. И здесь у нас еще добавляется церебрализация, то есть получается из Ка такого низкого получается Га, довольно звонкое, высокое, и к нему еще добавляется вот этот изгиб языка, получается Джа. Джа, то есть здесь в принципе все понятно, сложности быть не должно. Ну и давайте я, наверное, как там у нас со связью идет, не идет? Давайте я, наверное, тогда каждого, сейчас пару раз произнесу, каждого мы пробежимся с этими двумя звуками и перейдем. И эту тему я буду считать завершенной. Кто сегодня не пришел, ну, пускай тогда слушают записи. Записи мы выкладываем. Не все, правда, сагата-гарата-джа я там не выложил. Но я надеюсь, вы сможете, отталкиваясь от низко звучащей джа, произнести высокую джа. Ну что ж, давайте начнем. Карата-джа. И произносим, я сейчас буду произносить, и потом по одному, как в прошлый раз. Карата-джа. Джа. Нет, не ча, а джа. Ча. Вот когда вы слышите, вы слушаете, потому что чем быстрее мы сделаем, тем быстрее мы закончим, перейдем дальше. Послушайте, вот этот звук, слышите? Ча.
ча. Что здесь не так? Ча. Это просвистывание, проскальзывание. То есть она может, когда язык идет неправильно вот сюда вот, здесь проходит звук. Это получается ча. Ча или что-то непонятное. Когда язык согнут слишком назад и пройдет просвистывание, получается ша вот это. Ча. Это неправильно. Ча. Что у нас должно быть? У нас должно упираться вот это вот твердое небо. Язык не улетает назад, не идет вперед. Он упирается в эти альвеолы, я уже говорил, это, наверное, раз 200, упираем, когда язык произносим ча. Карта ча. И об этом я тоже говорил, что зубы не надо зажимать. То есть мы не закрываем плотно, рот не произносим так, что ча, 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 ча. Вы видите, давая пол, зубы раздвигаются. Ча, карта ча, ча. Чуть-чуть где-то вы не попадаете. Ча, ча, где-то рядом. Давайте вы. Хорошо, карта ча. Ча. Во-первых, ниже, более открытый звук. Ниже он. Ча. Ча, он идет такой, там все открыто. Ча. Чуть-чуть не попадаем. Карта ча. Ча. Сегодня день непопадения у нас. Карта ча. Ча. Ча, ча, ча. Вот ближе, ближе. Если еще двинуть вперед язык. Ча. Ча. Карта ча. Прошу вас. Ча. Нет, вы слышите? У вас где-то что-то чакающее есть. Карта ча. Ча. Нет, не попадаем. Все равно не попадаем. Карта ча. Ча. Язык вперед. Здесь я говорил уже это в прошлый раз. В большинстве случаев это работа с собой. Просто сам человек сидит, ищет и пытается услышать и повторить то, что либо на запись, либо у меня. Здесь попробуйте, подвигайте язык вперед или назад. Скорее всего, вперед. Карта ча. Ча. Нет, не попадаете. Карта ча. Ча, вот, только ниже чуть. Карта ча. Ча. Ча, вот это хорошо. Карта ча. Нет, карта ча. Вот. Только громче. Карта ча. Не совсем у вас получается почти что высокотонное. Должно быть карта ча. Вот похоже, надо запомнить, похоже очень. Прошу вас. Карта ча. Ча. Хорошо. Карта ча. 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 Здесь язычок, он все-таки будет больше такой. Получается такая как ложечка практически. Карта ча. Ча. Нет, не то. У вас как та получается. В прошлый раз у вас хорошо получалось. Здесь просто низкий тон надо добавить. И все. Карта ча. 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 Ну еще вот, почти что хорошо, предыдущая была лучше. Ча. Ча. Я не знаю, что такое. Сегодня как-то меньше получается, чем обычно. Прошу вас. Ча. Ча. Язык у вас прям видно, он не так и делает. Ча. Язык слишком сгибается, значит. Ча. Карта ча. Прошу вас. Ча. Нет, вы слышите сами, что вы не то делаете? Ча. Я надеюсь, вы все слышите, что это не то. Ча. Просто я же не могу исправить это сам у вас. Вам надо слушать и исправлять самому. Карта ча. Ча. Хорошо, дальше. Это карта ча. Ча. Карта ча. Где-то рядом, очень близко, да? Ча. Хорошо, прошу вас. Ча. Нет, не та. Убежали чуть-чуть. Карта ча. Вот где-то рядом. Не совсем, но это придет со временем, мы все равно будем 100 000 раз уже повторять. Но желательно, конечно, раньше усвоить. Карта ча. Ча. О, хорошо, вот это хорошо. Это было, наверное, самое лучшее ча. Карта ча. Ча. Хорошо, карта ча. Нет. Да нет же. Язык двигайте. Здесь с тоном хорошо, что просто язык правильно поставить. Карта ча.
Похоже, вот сейчас похоже, почти что. Картата. 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 Нет. Та. Картата. Нет. Та. Та. Вот, хорошо сейчас. Та. Та. Нет. Ну давайте дальше перейдем. Давайте вы. Картата. Картата. Нет. Картата. Та. Вот. Та. Картата. Та. Та. Картата. Картата. Тава. Цам. А, это низкое. Скажите, а насколько это звук часто встречающийся? Очень часто встречается. Очень часто, да? Да, иначе. Очень часто встречается, да. Ну, в принципе, я никогда частотный анализ не проводил. Но встречается довольно часто. У вас будет возможность в этом убедиться, если вы будете ходить. То, что он встречается, ну не то чтобы прям часто, но время от времени. Здесь дело в другом. Если вы не слышите этот звук, неправильно его произносите, то либо какой-то процент информации вы не будете понимать, либо не будете доносить. И это будет немножко сложно. Дальше сейчас мы будем произносить вот это и сравнивать с вот этим. Сейчас по-быстрому с этим пробежимся, то есть я смотрю, нас не очень много. Пробежимся с этими двумя звуками и перейдем дальше. И дальше уже там все просто. Дальше надо просто запомнить, как пишется и что это значит. Звуки мы уже предыдущие все, то есть те, которые будут сейчас дальше, мы все проходили. Здравствуйте. Это у нас будет, я не буду произносить спеллинг сейчас. Хотя почему? Посмотрите сюда. Вот я крупнее напишу. Что это за буква? Ка. Помните, это вот та самая перевернутая. Смотрите. Что это значит? В тибетском письме есть очень много сокращений. И в частности, вот эта перевернутая та, иногда это бывает, перевернутая джа, она обозначает сокращение вот этих двух букв. То есть, посмотрите сюда. Б, Т, Г, С, вот эти вот две, можно записать одним знаком. Что, собственно, я здесь и сделал. Почему? У меня не помещалось просто. Вместо двух букв я написал одну. Это тибетская система сокращений. Если запомнить, то отлично. Она тоже встречается довольно часто. Это я частотно читаю. Особенно в рукописных текстах она встречается довольно часто. Видимо, люди, когда не набирали на компьютере, а писали, а другие все время хотели быстрее написать красиво. Если на компьютере еще сложнее набирать. Думаете, по-моему, совсем не сложно. И здесь, получается, я не дописал строку, вынужден перенести, так что это все одна строка. И вот этот вот, так называемый кластер, или вот это, тибетцы это называют цегма, я потом напишу, как это пишется. Смотрите, они вот читают следующим образом, то есть помните, да, мы читаем слева направо, сверху вниз. И здесь у нас слева направо ничего нет, сверху вниз просто, то есть очень просто. Сагата, что нам сказали? Сагата. И должен быть результат. Сагата, га. Дальше что у нас идет? Рата. И должен быть результат. Джа. Сагата, га, рата, джа. И вот она. Сагата. То есть вот мы произнесли вот эту часть. Дальше говорится. Сагата, га, рата, джа. Сагата, га, рата, джа. Джа. И еще раз давайте я озвучу и пойду опять по аудитории. Первое это. Карта та. Поищите сразу, пока еще не подошел, поищите, куда там язык ставится. Я же не минуем, как
смерть. Сагатагарата джа. Джа, 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 джа. Вот джа встречается очень часто. Это слово звук. Это слово звук, слово и так далее. Оно встречается очень часто. А вот звук, самое главное, не как часто встречаются эти слова или буквы. Как часто встречаются эти звуки. Звуки встречаются все время. Они составляют, наверное, процентов 30, если не больше, всей речи. То есть они встречаются часто. И давайте еще раз начнем. Сагатагара, будем произносить. Надо написать Сагатагара. В смысле, как написать? Как? Какими буквами? Русскими не буду писать. Мы с вами тибетские буквы пишем не для того, не учим не для того, чтобы потом писать русские буквы. А как это записывается в Вайле? В Вайле я напишу. Смотрите, ну здесь просто все. Если у нас идет «с» сверху, то какая будет буква? Дальше? Дальше у нас что будет? И дальше у нас будет... То есть это получается как? В Вайле это записывается как? Сгра. Я уже говорил, есть в Пакистане такой регион, Балтистан. Там живет народность Балти. Эта народность Балти, она тибетоязычная. То есть это, видимо, те же самые тибетцы, которые приняли ислам. И вот они многие вещи так и произносят. То есть не так, как мы. Сгра. Это в Вайле записать. Сагатагара джа. Джа. Первое. Джа. Второе. Джа. 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 Давайте. Сагатагара джа. Джа. Извините, пьем. Джа. Джа просто. Джа. Вот где-то так. Сагатагара джа. Джа. Хорошо. Сагатагара джа. Сагатагара джа. Джа. Хорошо. Сагатагара джа. Сагата. А медленно произносить. Сагатагара джа. Джа. Можете Сагатагара не произносить. Просто скажите джа. Нормально. Я не буду больше вас мучить. Да. Джа. Сагатагара да. Джа. Джа. Да. 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 Похоже. Джа. Сагатагара джа. Нет, Сагатагара-та. Сагатагара джа. Джа. Хорошо. Джа. Сагатагара-та джа. 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 Что вы в школе вообще? Как мучили, наверное, учителей в Я школе? немецкий учил замечательно. Да? Да, прекрасно. Немецкий. Хорошо. Нет, я имею в виду учителей не мучили. Я издеваюсь. Сознательные люди, взрослые уже. Сагатагара это джа. Джа. Хорошо. Джа. Джа. Отлично. Джа. Джа. Чуть-чуть раскрыть рот надо. Джа. Вот. Джа. Хорошо. Сагатагара это джа. Да. Нет, сейчас да. Да, сейчас дам получилось почему-то. Да. Джа. Да. Джа. Слушайтесь и попытайтесь повторить за мной. Вот сейчас я произношу много раз людьми про себя. Ставьте язык и повторяйте. Попробуйте. Что? Можно вопрос. А во время произнесения звук язык двигается немножко еще, да? Ну, так как поток воздуха толкает его вперед, он двигается чуть-чуть. Да, потому что, ну, как бы давление поднимается с той стороны изнутри. Давайте еще раз. Джа. Да. Джа. Да. Похоже, в принципе. Джа. Да. Да. Нет. Да. Вот где-то. Джа. Да. Джа. Да. Прошу вас. Сагатагара джа. Джа. Ага, хорошо. Да. Джа. Да. Ну, что-то не то. Да. Сагатагара это джа. Да. Джа. Да. Язык, наверное, вперед, наверное. Чуть-чуть. Да. Еще вперед. Да. Где-то вот рядом. Только чуть-чуть поищите. Сагатагара это джа, 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 джа. Вот он постоянно.
понимаете, то есть сейчас мы произносим просто этот звук. В речи же так не бывает. В речи же вам никто не будет. Вы же не будете говорить, подожди, сейчас я быстро язык скажу это слово. И, например, эти слова, эти звуки, они повторяются постоянно. То есть, если мы говорим, например, слово джаджумпа, его надо сказать быстро, со всеми другими звуками, которые есть в тибетском языке. Но вы же не будете так говорить, джа, нет, подожди, джа, нет, подожди. Надо быстрее усваивать, надо стараться как-то динамичнее заниматься этим. Джа. Сагата Гарата джа. Джа, отлично, джа. Сагата Гарата джа. 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 Похоже. Джа. Джа, похоже. Сагата Гарата джа. Джа. Вообще-то сагата лучше произносить. Сагата Гарата джа лучше получается у людей. Сагата Гарата джа. Да. Джа. Да. Джа. Да. Где-то рядом, почти что, Да. может быть, я просто неплохо слышу уже. Джа. Да. Не надо так джаб делать, никто здесь не говорит. Джа. А наоборот, у меня нет уже такого джаб. Джа. Да. Там нет смычки в конце, просто гласное А выходит. Джа. Да. Хорошо, не совсем хорошо. Джа. Нет, ну это совсем не то. Вы просто чуть опоздали, я нарисую для вас такой. Вот здесь там вел у нас такие, вот туда вот такая. Джа. Вот чуть-чуть похоже, но чуть-чуть где-то мы смещаемся. Джа. Джа. Сагата Гарата джа. Джа. Ну, почти что. Ну, более-менее вы представляете, я надеюсь, что с ходом наших занятий станет лучше. Ну, может, не будет лучше. Ну, посмотрим. И мы вчера об этом чуть-чуть, не вчера, а на прошлом занятии чуть-чуть об этом говорили. Я напишу о том, что, собственно, многие из вас, наверное, читают тибетские тексты, всякие практики транслитерации. И очень часто пишут там, например, что-то дра. Вот это вот дра, это, скорее всего, значит какая-то церебральная. Неизвестно какая, мы не можем сказать в каком тоне, потому что здесь тон у нас никак не обозначается. Дра, но это надо понимать, что какая-то церебральная. И если вы будете хорошо запоминать слова, вы в скором времени будете понимать по контексту, собственно, что это может быть. И, например, вот есть такое слово, драла, говорят, драла. Ну, вообще это не драла, конечно. Это... Вот это мы не проходили, но мы это писали в прошлый раз. Это пишет либо так, либо так, либо так. Да, ну то есть вот это то, что я написал, это просто альтернативные тибетские написания. Некоторые из них, я думаю, неправильные, но они очень часто попадаются. И вот здесь вот, это я пишу к тому, чтобы просто вы, когда читаете тибетский текст, по привычке можете все еще произносить драла. Лучше этого не делать. Лучше произносить, как это в тибетском делается. Просто чем больше вы правильно произносите, тем лучше. Чем меньше вы правильно произносите, тем, соответственно, хуже. И вот это вот, с первой слога, это враг. Что у нас стоит? Где у нас вообще корневая сейчас? Подписной. Соответственно, у нас вот это корень. Вот это что это будет? Предписно. Есть ребята, когда раньше занимались, кто-то называл это приставкой. Ну, конечно, это не приставка. Лучше называть это предписной. Предписная что у нас делает? Не читается. Практически всегда не читается. Что? Повышает немножко. Да, тон повышает, да. Но сейчас мы говорим о том, что читается, но нет, не читается. И вот правильно здесь сказали, она повышает тон, то есть она влияет на то, как произносится следующий звук. И это у нас будет церебрально. То есть, соответственно, произнесение вот этого будет равно высокотонный джа. Джа. Это враг. И что это дальше у нас шло?
под ней ла. И что это у нас было составной частью Лама. какого слова? Лама. Лама. И вот это вместе как будет читаться тогда? Джала. Джала. Джала это вот те самые божества войны, которые помогают, или это Джала, которые в Термаге Сера и так далее. Но вот все это к тому, что вот это дра, надо понимать, что это никакая не дра, это джа будет. В каком тоне не ясно, но уже дальше запомнить. И вот с тибетским у них большая трудность состоит в том, что вот это вот обозначает одно и то же. В бонских текстах чаще пишут почему-то через звук. То есть это получается сага джа это звук слова, ла это высокий, непревзойденный, наивысший, скажем так. Джала, то есть смысла большого не имеет. Я думаю, что это просто почему-то распространилось неправильное написание, которое должно быть вот это вот самое правильное. Да, то есть это то, что в буддизме входит в пять божеств, так сказать, сопутствующих постоянно, Говельха. У каждого человека теоретически должно быть вот эти 5, то есть ему себя сопутствуют эти 5 божеств. Среди них есть божество Джала, то есть божество войны, божество, которое отвечает, так сказать, за некую силу и удачу человека. Так вот видите, смотрите, интересно как получается. То есть это значит, что вот это читается, помните, я говорил, как это у нас читается? Ха. Ха, божество. А это у нас читается ла, без ха. Видимо, для каких-то диалектов это совершенно однозначные вещи. Ла, ха, чуть ли не одно и то же. А что вот уха, вот это вот внизу? Ничего, это не так. Это просто была другая надпись осталась. Это просто ха и все. Там показалось, что там хвост. Да, но это показалось. Иногда пишут, смотрите, давайте разберем эти случаи. Иногда пишут тра. Что это может быть? Тоже непонятно, но это определенно не тра, это должен быть какой-то церебральный звук. То есть что это может быть? Это может быть и вот так что-то записанное. Это может быть и вот так что-то записанное. С этим что? С этим легче в том плане, что тон не меняется, да. И еще у нас бывает, пишут иногда вот так, давайте я сотру, иначе мы сейчас не запутаемся. Помните, вот есть такое, иногда так записывают, я вижу. Вот это вот троши, как я уже говорил, это, конечно, не троши. Тащи. Давайте произнесем его. Смотрите, какой тон у нас? Высокий. Высокий произносится? Нет. Нет. Церебральное? Вот это какой у нас тон? Высокий. Са ничего не меняет. Са в данном случае она на произношении не меняет. Если она стоит, мы это позже рассмотрим. В данном случае главное помнить, что вот эта са, она ничего не меняет, получается тащи. Тащи. Вот, если его произносить правильно, вот так оно произносится. Тащи. 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 И вот оно записывается троши. А что делать, если, например, попалось вот такое слово? Вот как оно запишется, если мы читаем какой-то текст? Как оно запишется? Вот это чоп, гневный. Гневный. Так называемое шитро, оно запишется вот так, смотрите. Это я сотру тогда. Какой это тон будет? Низкий. У нас здесь не может быть придыхания. Низкий тон. Здесь у нас придыхание. Про тон мы не говорим. И здесь будет, смотрите, так как придыхание, когда мы записываем это русскими буквами, то есть должно быть как-то вот так вот. Тхро. Здесь понятно хотя бы то, что есть церебрализация. Но дело в том, что очень часто это х просто опускается. И получается тро. Иногда невозможно понять, то ли это вот это тро, то ли вот это тро.
Щичо – это гневные и мирные божества. То есть это те божества Бордо, о которых говорится, например, в Бордо Тодол, как его у нас называют. Так, а ши это мирные или что? Щи – это мирные, чо – это гневные. И правильно это произносится, соответственно, щичо. 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 Щичо, то есть низкий тон, чо. Щичо. То есть я все-таки слышу? Что это? А оно слышится? Вы сейчас слышали? Какой-то намек. Давайте я один произнесу. Щичо. Ну, все-таки что-то есть. Вам кажется? Да. Да. Ну там просто, я же говорю, оно церебральное, поэтому когда язык ставится вверх, какой-то, видимо, какая-то из характеристик звука, она похожа на Ж, которая церебральная. То есть это естественно. Но это два разных звука. Чо. Если я скажу, например, ро. Слышите Ну, разницу? это я согласна, что не полностью слышится. Оно какой-то намек. Ну что, мы закончили с этими звуками и переходим к другим, но другие, они повторяются. То есть письменно они выглядят по-другому, но звуки остаются те же самые. Все те звуки, которые мы уже с вами прошли. Вот этот звук будет записываться как у нас? Но произносится он совершенно как ча. Ча. И здесь у нас, я сразу об этом тоже напомню, я надеюсь, вы все это запомните. Это просто хорошо, если вы запомните. Смотрите, ну ладно, давайте до нее дойдем. Просто в санскрите это будет тра. Вот она так, если мы записываем санскритское слово, мы не произносим его как церебральное, как тибетское ча. Мы произнесем его просто как тра. То, например, в слове мантра это будет тра. Потому что мы записываем звуки другого языка. То есть в тибетском, для тибетских слов мы читаем его как тара-да-ча, а для санскритских слов мы читаем его как тра. И если у нас написано мантра, мы не читаем ее как мантра. Хорошо? Это понятно, да? Потому что тибетцы допускали такие прочтения тибетских слов, санскритских слов как тибетских. То есть тара-да-ча. И смотрите, у нас вот этот тха-рата. Честно говоря, вот это очень редко встречается. Я не знаю, навскид я не приведу ни одного слова, где есть тра и тхра, так называемый. Ну вот она здесь у него написано как ча. По всей видимости, это должно произноситься вот где-то как. Они должны быть равны. То есть это у нас ча, это у нас ча. Ча. Дальше у нас идет вот эта буква. То есть, видите, мы сейчас ни одного звука нового еще не произнесли. То есть все повторяется, старые звуки, которые мы до этого уже произнесли. Эти два равны. Кара-да-ча, кара-да-ча. Что из этого проистекает? Из-за того, что эти сочетания произносятся одинаково, тибетцы очень часто допускают так называемые орфографические ошибки. То есть они могут написать вместо вот этого, могут написать вот это. Потому что звучит одинаково, и не сразу в лед можно вспомнить, что там должно писаться. Из-за этого бывает иногда в текстах можно увидеть, что неправильное написание, потому что звучит одинаково. Какой это на том будет? Ничего нет, значит низкий произносится точно так же, как это. То есть будет ча-ра-та-ча. Ча. Ча это сеть. Ча это сеть. Если мы запишем, ну с васуром сейчас позже разберемся. Васур он отпадает постоянно. Его перестали писать даже. Вот это будет сеть.
Знаете, наверное, может быть, кто-то сталкивался, есть такое посвящение, если не ошибаюсь, это у нас что? Это Маха-йога, танtra. Гютруль, как его называют у нас, дрова. Вот дрова, вот эти вот они есть. Гютруль, дрова, вот она, дрова. Это сеть, там, магическая иллюзорная сеть. Гютруль, дрова. Вообще лучше произносить как на тибетском это делается. Например, если мы читаем практику на тибетском, лучше читать и правильно, потому что местами звучит смешно. Дрова, например. Как это запишется? Ну, с вами, я надеюсь, у вас сейчас проблем не должно быть. То есть, если вы освоили логику того, как это пишется, то, в принципе, Вайле очень легко записывать самим. Мы дочитаем, когда закончим все правила чтения, мы перестанем писать Вайле, потому что, ну, я думаю, что необходимости уже не будет. Главное знать, как это делается. То есть, с этим вот легко. Это джа, это тоже джа. Понятно, да? Дальше мы переходим к следующему. Вот я не знаю, зачем он сюда это впихнул. Вот это у нас что? Как оно должно читаться? Нра. Никто его никогда не читает. Нра. Я не знаю ни одного тибетского слова, где используется вот это нра. Зачем он это написал в учебнике? Он жив, автор жив все еще. Можно к нему обратиться и узнать, вот зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали? Потому что в санскрите есть такой нра, звук есть такой, да, то есть, может, это встречается. В тибетском я не знаю, наверное, встречается, может быть, просто я не встречал таких слов. Но произносится оно... Да, то есть здесь у нас вообще никаких трудностей нет. Теперь смотрите, дальше, ну и мы запишем это, конечно. Смотрите, паратача записывается вот так. Звучит точно так же, как каратача. То есть она будет просто ча. Паратача. Каратача, паратача. Одно и то же. Разницы никакой. Теперь есть такое слово, на санскрите есть такое индийское слово прамана. Слышали кто-нибудь? Прамана. То есть тибетцы произносят пра в таком написании, как ча. Из-за этого в Тибете очень долго говорили тамана, тамана вартика, да, так было. И ртика, там, ре иногда не произносилось. Получалось из санскритского прамана вартика, получалось нечто как тамана ватика. Так вот, поэтому я говорю о том, что это санскритское слово, то это читается как пра. Тибетское слово будет читаться церебральным звуком, то есть будет парата ча. Ча. И у нас гишер, которые преподавали у нас, они помнили еще те времена, они говорили нам, что вот в Тибете мы произносили это как тамана. Но вот выясняется, что это не тамана, неправильно произносить прамана. Дальше идет, сделайте предположение, как оно должно произноситься. Как что? Как каратача. То есть, почему? Это предикательное у нас? Ну, у нас все предикательные произносятся как каратача. То есть, ча, паратача и каратача произносятся совершенно одинаково. Паратача, каратача. Запишется она у нас как? Да, очень важно помнить, что это фра, что это не фра. А тон какой? Она предикательная, мы не говорим про ее тон. То есть, ну, здесь мы рассматриваем, уделяем внимание другому аспекту, то есть, потому что она предикательная. Теперь смотрите, вот это вот, видите, равно чему она? Равна вот этому, соответственно, равна чему? Равна вот этому. То есть вот эти три произнесутся совершенно одинаково.
Ну, я уже говорил это в самом начале, когда мы только начинали заниматься, но на всякий случай повторюсь, потому что кто-то, может быть, запамятовал, и этот вопрос может возникнуть снова. Зачем писать один и тот же звук тремя разными способами? То есть он совершенно не отличается. Да, и традиции, потому что, видимо, раньше это произносили как бра, гра и дра в архаичном тибетском. И написание осталось, и для того, чтобы различать на записи, то есть на письме, различать между разными словами, они все еще используют такое написание, хотя звук один и тот же. То есть произносится одинаково совершенно. И вот у нас будет как записываться на вайле? Бра. Это А такая. Бра. Мра это ма. Причем это встречается. Но вот зачем мра, ма? Здесь смотрите, опять, здесь спутать невозможно, потому что она все равно произносится ма. Но если это санскритское слово, то у нас ра должна читаться. Помните, я говорил об этом, да? Как это прочитается на санскрите? Амра. Амра. Что такое амра, кто не знает? Это манго. Амра. Амра. А амрита имеет какой-то? Нет, там другой слог совершенно. Чуть-чуть похоже, но с разными вещами. Там амрита. Там мри такая, там... Что там другое? Просто нам слышится как ра, а там есть такая гласная, такая ри. Ри, получается амрита. Амра. А на современном хинди амра известен как ам. Ну, то есть там тоже поменялось произношение. Дальше у нас следует саратаса. Ну и в санскрите, если санскритское слово, то, соответственно, будет читаться, будет сра. Если же это тибетское слово, то оно читается просто как са. То есть, вайля, вы понимаете, да, мы подменяем все те письменные знаки, которые у нас есть, латиницей и все. Дальше идет, смотрите. Вот это очень странная вещь. Запишется она как хра. Как это произносится? Произносится она, я знаю одно произношение. Посмотрите в учебнике, как у него написано. Видите, у него написано ха. Архан написано. Рха. Я это произношу то, как произносили мои преподаватели, мои учителя. Они произносили это. Теперь слушайте. Харата шильпо. Странно? Ну, вот так и бывает. То есть, пишется ха, под ней пишется ра, а произносится шильпо. Шильпо. Вот слышите, вот это хрильпо, она, видимо, со временем поменялась. И звучит, извините, я слово целое произнесу. Просто слово произнесу. Мне трудно произнести это без слов. Вот, это хрильпо, то есть... Можно прочесть? Если правильно прочесть, то должно было бы как-то хрильпо. Вот это произносится как шильпо, то есть хра, получается, произносится как ша. Шильпо. Что? Ну, не шильпо, а вот такой, я не умею его объяснить. Тоже язык туда немножко. Ну да, это странно. Шильпо. Между ха и ше. Где-то так. Как-нибудь найдем тибетца, попросим его произносить. А у нас в университете есть тибетянка, девушка, но она из Хама. Я так полагаю, у нее, наверное, восточный диалект.
Если мы сейчас начнем путать и смешивать то, то в будущем будет трудно. Надо сперва основываться на каком-то диалекте, отталкиваясь от него, можно потом будет изучать и другие диалекты. А Шильпо это что? Шильпо целый, по-моему. Весь целый, сейчас посмотрим. Да, целый, полный, круглый, ну, имеется в виду целый. Шильпо. И вот смотрите, мы с вами закончили. Можно вопрос? В смысле? Такого тибетского слова нет. Дело в том, что здесь необходимо помнить, что здесь необходимо помнить о том, что если у вас есть какая-то, то есть вы помните, вот этот знак означает подписной ра. Если у нас встречается какая-то буква с подписной ра, скорее всего, это не тибетское слово, и оно должно произноситься как в санскрите. То есть и такие вещи иногда встречаются. То есть, вот, например, из тех, которые здесь не попадаются, буквы, которые не попадаются, но которые могли бы попасться, ну, например, вот то, о чем мы сейчас говорили. Это будет шра. Соответственно, шравана запишется вот таким вот образом. Шравана. Или шри. Ну, это будет шра. Я не знаю ни одного тибетского слова, которое бы, тибетского слова, то есть не заимствование, не санскрит, которое бы начало писалось. Шра. То есть, если мы захотим написать шри, но шри запишется на самом деле вот так. Вот это что это значит? Это долгий. Шри. 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 В данном случае она вот эту огласовку и. Да, она удлиняет огласовку и, потому что шрия не может, или шраи не может быть такого. Шри. Ну и, соответственно, здесь мы записали как и здесь дали бы знак долготы. Шри, такой палочка сверху. Шри. Долгота это именно палочка сверху, да? Да, вот эта палочка, да, санскрит. А две точки нет, здесь не используем что-то. Долгота, она, ну это видите, другая система записи уже будет. Мы сейчас пишем для тибетского языка по Вайле. Есть, соответственно, запись специальной диакритикой для санскрита. Ну, мы не будем в это вдаваться, может быть, как-нибудь в будущем, но не сейчас. Потому что мы сейчас занимаемся тибетским. Ну что же, мы закончили с подписной ра, с чем я вас поздравляю. То есть, если вы усвоили этот материал, все, с фонетикой у нас самый трудный момент входит. Сейчас мы доучимся, как читать эти слоги, и мы перейдем уже к самому языку. То есть, первый раздел у нас будет пройден. Сейчас давайте перейдем дальше, дочитаем две оставшиеся подписные. Это пункт у нас 7.3. Пункт 7.3, видите, там написано the subjoint. Sub это под, joint это соединенные, то есть, как сказать, поддописные. И вот дальше смотрите, что он пишет. Это будет какой у нас тон? Высокий тон. И это будет записываться, я здесь буду писать на вайле. Произносится просто, смотрите, практически во всех случаях, когда пишется подписная ла, это звучит как ла. Не всегда, там есть один случай, одно исключение, но произносится только ла. Первоначально, по всей видимости, это читалось как кла. Сейчас это читается как ла. И это будет какой-то высокий ла.
Вот есть разница между ла и ла. Ла – это перевал. Вот одна сама по себе вот так вот ла. Я уже говорил, что это перевал. А в высоком тоне это будет ла. Дальше идет. Вот с этими буквами, что удобно, можно даже их не читать. Можно просто сразу писать, что это пишется вот так, но произносится как ла. То есть вот это ла, это ла. Сейчас еще будет другая. Она будет записываться как бла, но читаться будет как ла. Вот с этими буквами удобно. Не ошибешься. И все будет ла-ла-ла, да? Да. Ла-ла-ла-ла. Ну, конечно, они все имеют разные значения. И вот оно, самое последнее у нас исключение. То есть вот это калаптала, галаптала, алаптала, ялаптала, салаптала, все ла. Вот это будет произноситься как да. Странно? Почему это произошло? По всей видимости, ну, например, Бейер это объясняет, был такой ученый, занимался советским языком, Бейер это объясняет тем, что, по всей видимости, в языке очень часто звуки меняют свои места. То есть это было не сла, а лса, видимо, прежде. И вот там есть также родственные ему ла-да-да-да. Например, в слове док, оно записывается и так, и это, то есть имеет схожий смысл. По всей видимости, они просто поменялись местами, но произношение осталось старое. То есть там есть у него долгое объяснение, то есть долгая полоска того, как это произошло. То есть он объясняет, как что менялось и почему в конечном итоге получилось вот это да. То есть у кого есть желание, я могу потом выложить Бейера в группе. Можете почитать отличный учебник на английском языке. И вот он производит реконструкцию некого тибетского языка, то есть древнего тибетского языка, как это там было и как это стало в современном. И вот он говорит о том, что оно произносится так, потому что оно раньше произносилось по-другому, и, соответственно, раньше бы оно и записалось по-другому. Но для нас это сейчас не важно. Для нас важно запомнить, что вот это вот «да» записывается именно таким образом. «Да» переводится двумя способами, то есть у нее есть два перевода, два основных значения, если правильно сказать. «Да» — это луна, «да» — это один из пар, спутник. Дава, да? Да, вот Дава, небезызвестное имя, да, я еще подчеркну, смотрите, какой-то там. Что? Низкий, да. Да. То есть чему она равна будет? Да. И, соответственно, если мы запишем рядом с ней другой слог, то это будет тибетское имя. Давайте я сотру, иначе. Это будет тибетское имя. Дава. Да, дело в том, что тибетское имя Дава и планета Дава и сад Дава, то есть понедельник, это одно и то же. Понедельник просто здесь добавляется слово планета или день недели. То есть, как во многих языках, название планеты, название дня недели это одно и то же. То есть вот это запомните. Вот это Дава. Вот это вот да, запомните. Это луна тоже, да? Да, только что сказал. Луна, понедельник. Лема, я же слышал ее каким-то образом, как-то кто-то произносил не Дава, а как-то Дава, что-то такое. Я не знаю, кто это произносил. Хамское что-то. Я не знаю, может быть, а может быть просто человек что-то другое произносил.
То есть подписная ла не должна у нас вызвать никаких трудностей. Я надеюсь, что все это понятно и легко. Я слышу здесь вздохи. Лет через 10 будет все очень. Говорят же, тяжело в учении, тяжелее в бою. И давайте вот сейчас мы с вами допишем еще подписные, и все, у нас вот все знаки, которые только могут попасться в этом замечательном языке, кончатся. И мы начнем заниматься, только мы начнем переставлять только вот эти вот буквы, которые мы уже прошли. Все, ничего нового в этой жизни уже не будет, все, вы прожили жизнь. В прошлый раз уже не читали. Ситуация Путин и народ, да? Уже обещали. Так, смотрите, вот это называется значок, который я сейчас пишу. Называется вот этот вот значок васур. Какой тон будет в сур? Низкий. Васур. На востоке Тибета это произносится как вазур. Я буду снова и снова это повторять, чтобы вы помнили, потому что иначе иногда это вызывает прям трудности, не всегда понятно, что да как. Это васур. Ва – это сама буква. Помните, в алфавите была такая ва, которая произносится трубочкой не как русская губная ва, а ва. И сур – это значит уголок, угол. То есть это буква ва, которая записывается как угол, уголок, васур. Ну вот и посмотрите, у кого открыты учебники, посмотрите, это пункт 7.4. The subjoined васур, видите, он написал? Исходя из того, что у него написано васур, через S можно сделать вывод, что человек на каком диалекте говорил? Центральном. На восточном у него было бы зур. И здесь он говорит, что она используется с 13 согласными. И, соответственно, это читается. Теперь смотрите. Везде, где стоит васур, он никогда не звучит. Он пишется, но не звучит. То есть я даже не буду их прописывать. Если написано ква, значит это к. Все качества звука сохраняются. То есть к, ня, та, ца, ца, ща, са, ра, ла, ща, а. Видите? Все то же самое, ничего не меняется. Что может значить васур? Откуда взялся этот васур? Кто-нибудь был на тибетском Новом годе? На тибетском Новом годе, во время празднования Нового года, люди очень часто берут цампу, то есть цампу, жареная ячменная мука, в руку, стоят и произносят звук такой со. Помните, кто со? Высоко, то есть со пишется вот так. И здесь произошла, видимо, по всей видимости, вот этот васур должен был значить либо о, либо у, какой-то губную гласную. Но здесь произошло как бы лишнее написание, то есть и васур есть, и о есть. Но вот, например, здесь у вас, сейчас мы напишем все равно эти буквы, все одну с другой, но так как вы помните, что она произносится, что она не влияет на произношение, поэтому я напишу, немножко забегая, напишу вот это, смотрите. Это шляпа. Первый слог из шляпа. Запишется вот так. Шамо. Это шляпа. Корзина. Нет? Что? Ой, извините. То есть, на самом деле, вот в данном случае, в принципе, можно было обойтись без чего-то одного. Либо без О, либо без У. То есть, ну, получилось так исторически, что пишется и то, и другое. Потому что на самом деле вот этот васур, он обозначает О. Если убрать О, достаточно одного васура. А вот, например, смотрите, в данном случае, в шамо, по всей видимости, вот это ша
И вот это шу обозначает одно и то же, это шляпа в том другом случае. Но здесь, видите, вот это у превратилось в васур. И есть несколько таких случаев, когда это заметно. Например, смотрите. Вот это рова, это рог. В тибетском языке есть другое слово ру, которое обозначает и рог, и фланг, и так далее. То есть, по всей видимости, вот эти вещи, они обозначают одно и то же. Можно привести еще несколько таких исторических примеров. Но они раньше обозначали «у». Сейчас она ничего не обозначает, она просто пишется и молчит. И здесь зачем надо это знать? То есть, по большому счету, можно было бы опустить эту тему, потому что васуру, во-первых, так как он не звучит, он практически уже никогда не пишется. То есть, люди перестали просто писать этот васур. Но на самом деле, для тех, кто разбирается, и почему грамотные тибетцы, они говорят, что васур надо писать, вот это у нас соль. В ване читается, это будет просто придыхательная ца. А вот так вот пишется жаркий, жара и так далее. Видите, ну то есть в принципе по контексту можно сразу понять, когда там соль, когда там не соль. Но тибетцы, например, наш преподаватель, он говорил, что васур надо писать. Если вы знаете, где он пишется, его надо писать. Другое дело, если вы не знаете. Ну вот смотрите, например, есть такое слово. Это у нас рыба. Помните, мы говорили об этом? Это рыба. Вот так будет писаться лодыжка. То есть, ну, разные вещи. И произносится одинаково совершенно. Но на письме вы тоже не ошибетесь. То есть, если там написано что-то про ногу, и нижняя часть ноги это рыба, скорее всего, это рыба. Скорее всего, это лодыжка. Вкусная лодыжка. Вкусная, да, вкусная лодыжка. То есть, вряд ли вы ошибетесь. Но лучше, конечно, записать с васуром. Это грамотнее. А звучит одинаково? Звучать будет одинаково, да. Я это уже говорю. Вот это у нас что было? Извините, лучше вот так, да, вот. Вот это у нас что было? Хан, я понимаю, что хай. Что это было? Значение какое имело? Род. А вот это у нас ворон. В русском языке связаны слова. Шутка. Никто даже не засмеялся. Либо шутка плохая, либо меня не слышит уже. Что это с васуром обозначено? Ворон это. Ворон? Ну, честно говоря, я не уверен, что это ворон, это может быть и ворона. Но теоретически это все-таки ворон, не ворона. То есть теперь понятно, да, зачем нужен васур? И по всей видимости он тоже раньше произносился. То есть это было либо ква, либо ку. Как-то так. И давайте, я немножко перескочил, мы остановились на К, давайте я допишу их всех, чтобы визуально вы это видели, и чтобы у нас все-таки это было. Вот это вот будет у нас записываться как хва, но произносится как ка. То есть, соответственно, она равна будет совершенно никакой разницы. Дальше у нас идет
ошибаюсь, вот это вот первое имеет отдельный смысл. Гора как таковая смысла не имеет. Вот это либо плешь, либо звездочка у животных на лбу. А второе само по себе значения не имеет. Ну и, как я уже говорил прежде, необходимо помнить, что это, если это санскритское слово, то оно читается все. То есть вот это вот читалось бы 2, если бы это был санскрит. А внизу? 2. Ну это ня и с васуром, то есть Рыба лодыжка. нява. Еще раз записали? Да, я же сказал, мы сейчас запишем все эти буквы, которые у нас есть. 12 штук. Чтобы у нас было. Чтобы мы их прописали все, чтобы вы помнили об этом, что произносится как ца. И записывается соответственно. Дописывать вот это, и сейчас я заострю момент на следующей букве, и в принципе все. И дальше мы перейдем к упражнению 7.5. И почитаем, попишем, а дальше уже будем запоминать слова и перейдем тихонечко к грамматике. Записали? Смотрите. Дальше у нас идет что? Как оно запишется? Вот написание будет, чтение вот этого всего будет вот так. Ла, смотрите. Васур. Почему это будет равняться? Ла. Но произносим мы так, то есть когда мы хотим произнести вот это, написание вот этого слова, или вот этого сочетания, мы говорим так. Ла, васур, ла. Странно немножко, но тем самым мы даем правильное написание, то есть мы прочитываем написание.
звук не меняется, что вначале у нас был ла, что в конце у нас будет ла. Но мы даем вот такое написание. Ла, ва, сур, ла. Теперь смотрите. Что я написал? Ба. Как это будет читаться? Спереди. Да. Лабата. Лабата ба. А это что это? Ла. А это что это? Ла. Так вот часто люди путают эти три. То есть они в написании обычно, когда еще пишут, в особенности, когда пишут вручную, они очень похожи. Ну вот, например, был такой Махасидха Лавапа. Лавапа, ну вот лава, так вот она пишется. То есть, когда вот пишется лава, это вообще любая хлопковая ткань, но в частности это лава, это значит тюрбан. То есть ткань, намотанная на голову. Так вот из-за того, что он очень часто, очень похоже пишется, очень часто его путали. И он из лавапы магическим образом стал вавапой. Вавапой! Занялся другой профессией, сменил работу. А вот это вот, смотрите, это вава, это зоб. То есть я к чему это пишу, чтобы в текстах, если встретитесь, может быть ошибка, то есть не путайте. Это лабатаба, это ва, а это лава сурла. Это совершенно разные вещи. И вот на какое-то время, да, у некоторых людей лавапа стал вавапой. То есть приблизительно он из человека с тюрбаном стал человеком, видимо, с зобом, я так понимаю, с забастой. Махасидха забастой. А потом он, видимо, поменял профессию. Написали? Смотрите, вот это вот что у нас значит? Что значит? Нет, смысл какой? Болезнь. Нет, мясо, это плоть. Вот это вот, если записать вот таким вот образом, будет олень. То есть, видите, олень это не мясо, ну то есть это разные вещи. Хотя это, скорее всего, вещи взаимосвязанные. Олень и плоть, видимо, ну как-то, когда формировался тибетский язык, видимо, они были связаны понятиями. Но сейчас это разные вещи. Ща это мясо, плоть, а щва, как она записывается, это олень. Или как иногда переводят лань. Есть какая-нибудь разница между оленем и ланью? Шава, олень. Ну, в смысле, что у вас последней строкой вот это олень. Да. А плоть это шавасуру ща или просто ща? Просто ща. Спасибо. Тут вообще следит зачем-то. Здесь. Не, понимаю, все устают после работы. Но желательно не путать. Вот это олень, а это плоть. Или мясо. И сейчас мы пишем последний слог.
записываем его, и мы с чтением закончили. Символично заканчиваем на самом простом, то есть фасор вообще нигде не читается, нет ни одного исключения с фасором. Главное просто не путать слова с фасором и без. А так символичненько, вот из тибетского у нас будет все так же просто. Главное не путаться. Главное помнить, что плоть это не олень. Я бы дописал здесь еще, хватит уже на сегодня. Не стану. То есть, смотрите, на этом мы закончили с алфавитом. Все, алфавит у нас пройден. Слава Богу, аллилуйя. На следующем занятии мы напишем небольшую контрольную, даже не контрольную, я просто напишу, наверное, придется, видимо, распечатать что-то. В любом случае, повторяйте весь пройденный материал. Следующее занятие у нас теперь будет в понедельник. До понедельника теоретически у нас много времени. То есть вот это сейчас занятие, оно как бы, это у нас небольшая веха, то есть мы закончили с алфавитом и с чтением. Дальше мы перейдем уже к правилам, что там пишется в слоге и так далее. А дальше уже мы перейдем к грамматике. То есть я надеюсь, что со слогом, что там пишется пред, что там пишется пост и пост-пост, это мы разберем за одно занятие. Это очень легко, это очень несложно. А дальше мы уже перейдем с вами к грамматике, то есть мы займемся уже самим языком. Поэтому я думаю, что стоит, наверное, здесь сделать небольшую контрольную, в особенности для тех, кто не писал алфавит. Я очень прошу вас, выучите алфавит, 30 букв в порядке, в их алфавитном порядке. Это должно быть несложно. Мы эти буквы пишем уже не первую неделю. И после... Что? Все без предыдущих материалов. И алфавит тоже давайте. Алфавит будет, да, обязательно надо будет заново написать алфавит. Я понимаю, что кто-то не написал алфавит. Для того, что вы напишете алфавит еще раз, хуже вам не станет. А те, кто не писал его прежде, будет возможность отличная написать этот алфавит. Сейчас уже 20-27, я думаю, давайте остановимся. Наверное, все уже устали. Повторим материал на следующую пару. И далее, если кто-то вдруг захочет, если у кого-то будут силы и время, выполните упражнение 7.5. Здесь написано, что это диктант. Не будет это никаким диктантом. Посидите, просто попишите. Попишите и для себя вспомните. Если пишется рак, это как? Как оно будет читаться? Меняется тон, не меняется. Если пишется, то есть вот здесь вот просто упражнение 7.5. Если я не ошибаюсь, оно есть в аудио. То есть я сегодня на стенку выложу это аудио. Я надеюсь, что эти аудио хоть кто-то смотрит. Потому что порой мне кажется, что я выкладываю, а люди туда даже не заходят. Я уже повторял и повторюсь, это не новое что-то. Учеба же всегда зависит от того, кто учится. Если вы не занимаетесь, никто для вас заниматься не будет. Если вы хотите что-то знать, то надо самому учиться. И сейчас мы сделаем посвящение заслуг, всех тех заслуг, которые мы накопили сегодня. Кто-нибудь накопил сегодня заслуги? Поделиться, может быть. Давайте сделаем, как всегда, на тибетском, на русском. Чанчо сенчо ринпоче, макеванам кекюрчи, кеванямба мевая, гоне гондо эвашо. Тони тава ринпоче, матованам тогюрчи, кеванямба мевая, гоне гондо эвашо. Kane rabe korbe shinkanto, pendam deva male jumben, chene ziwan tenzin yatsu, shape sije pardo tengurji.
Jambel Pavo, Jitar Kimba Dam, Kanto Zambo Deyan Deshin De, Deda Kungi Jesu Daloche, Gawa Dida Tanje Ratu Mo. Deso Shava Gawa Tanje Gia, Mawa Gana Choto Mawa De, Dagi Give Zawa Dikunga, Sampo Choche Ratu Mo Hari. Все победоносцы трех времен, славились посвященников, возносили всех родин равновесия и посвящали для того, чтобы решились благодеяния. Спасибо, мы закончили Спасибо. с алфавитом.